Монастыри на Руси исторически были не только местами молитвы, но и духовными центрами, сияющими красотой Царствия Божия, от которых на километры и мили вокруг шли лучи веры Христовой. Без одной такой святой обители вряд ли православие смогло бы распространяться в Якутии, самом крупном, но и малонаселенном регионе нашей страны. Монашеская община начала собираться при Якутском остроге еще в 1630-е годы, а в 1640 году из Вологды прибыл игумен Нафанаил и построил храм на пожертвование первого царя из рода Романовых Михаила Федоровича. Церковь была освящена во имя преподобного Михаила Малеина, небесного покровителя государя. Из-за частых переносов острога положение общины было непостоянным. Официально обитель на территории города была основана в 1663 году. Служилые люди изволили быть в Якутском остроге монастырю во имя Спаса и избрали Ивана Афанасьевича Овчинникова в строители монастыря. Царь Алексей Михайлович продолжил дело своего отца и в 1663-65 годах передал пожертвования на обитель. На эти средства была построена Спасская церковь. Монастырь сразу стал центром просвещения. Немногочисленное братье занималось не только молитвой и богослужением, но и распространением азов православной веры и грамотности среди местного населения. А в 1735 году настоятель архимандрит Нафанаил организовал по указанию епископа Иркутского Иннокентия Неруновича при монастыре первую в Якутии школу для обучения грамотности местных детей. Спасский мужской монастырь стал центром просвещения всей Якутии. Именно здесь, благодаря трудам святителя Иннокентия и его ученика, будущего епископа Якутского и Вилюйского Дионисия Хитрова, рождается якутская письменность и переводится Священное Писание на якутский язык. Именно из Спасского мужского монастыря миссионеры отправлялись в далекие арктические районы для того, чтобы просвещать местное население. Именно в Спасском мужском монастыре останавливались первопроходцы, которые шли для освоения Сибири, для освоения Дальнего Востока, и миссионеры, которые далее просвещали народы, которые населяют Дальний Восток и Русскую Америку. Спасский мужской монастырь стал и центром образования. Именно здесь, при архимандрите Нафанаиле, открывается первая общедоступная школа. Учениками этой школы стали дети как служивых людей, так и местных. И это дало возможность всем жителям Якутии учиться грамоте. Благодаря святителю Иннокентию из Новоархангельска переносится Якутская духовная семинария, которая здесь же при монастыре и осуществляла свою деятельность. В годы советской власти братью монастыря поставили в трудные условия. Земли обители были забраны, здания были национализированы, и монахам пришлось покинуть свой дом. В 2011 году впервые архиепископ Якутский и Ленский Роман высказал намерение восстановить обитель, и 19 августа того же года на историческом месте был заложен Спасский храм. Вокруг восстанавливаемой святыни, казалось, объединились разные уголки православной России. Богослужение на восстановление монастыря совершили 4 архиерея Русской Православной Церкви и духовенство Якутской епархии. Уже во время строительства на территории восстанавливаемого монастыря совершались богослужения. В тесном храме-вагоне собиралась община верующих. Многие из них до сих пор остаются прихожанами обители.
а кто-то стал ее насельником. Деревянный храм в честь нерукотворного образа Спасителя был освящен в 2012 году. Вскоре, 2 октября 2013 года, решением Священного Синода Русской Православной Церкви монастырь был восстановлен. Игуменом был назначен иеромонах Никон Бачманов. К титорам обители выступил меценат Сергей Юрьевич Немировский. Перед возрожденным Спасским монастырем была поставлена задача снова стать миссионерским центром огромного края. Сегодня иеромонахи обители посещают самые удаленные населенные пункты Якутии и окормляют множество социальных объектов: детские дома, дома престарелых, больницы, в том числе и инфекционные. Священники крестят, совершают богослужения, доносят до народа истины православной веры. В настоящее время церкви передана лишь малая часть былой территории монастыря. Остальную, включая бывший архиерейский дом и монастырское кладбище, занимает Якутский государственный музей истории и культуры народов Севера. В 2014 году в братском корпусе была открыта келья святителя Иннокентия, реконструкция интерьера комнаты святителя Иннокентия Вениаминова. 7 лет, которые архипастырь провел в Якутии, он жил в Спасском монастыре. Келья святителя Иннокентия представляет из себя небольшую комнату. Это келья-музей, в которой представлены предметы старины. Здесь можно видеть и огромный сундук, с которым в то время отправлялись в далекое путешествие, совершенно неподъемный, тяжелый, но в нем самая необходимая вещь. Среди таких вещей, необходимых для священника в его походах, для миссионера, для святителя, важным элементом является и кадила, и домашний иконостас, буквально раскладной, и ладан, и уголь, и многое другое, что необходимо для богослужения. Не только личные вещи занимает этот огромный сундук. В этой келье мы можем видеть и портреты. Портрет его друга и духовного наставника, святителя Филарета Дроздова, преемником которого он станет на Московской кафедре. Здесь можно видеть и портреты 2 императоров – Николая I и Александра II, в правлении которых святитель совершает свои первые шаги в качестве святителя, в качестве начальника огромной, бескрайней Камчатской кафедры. При монастыре действует и воскресная школа, ставшая одной из самых популярных в городе. Она была открыта в 2013 году. За прошедшее время из стен школы вышли несколько сотен детей. В школе у нас сейчас занимается 25 детей, 2 группы, старшая и младшая. Младшая 6 до 8 и старшая от 8 до 12. У нас обязательно дети присутствуют на литургии, на божественной литургии, это первый этап занятий. Потом они обязательно совместно трапезничают все. Нам помогает трапезная монастыря, она готовит для них еду, и родители помогают, детей, тоже вместе все участвуют. Во время трапезы мы с детьми читаем «Житие святых» или рассказываем про праздник, который вот в этот день у нас, или на неделе. Потом они идут на уроки по своим группам. Младшая группа «Закон Божий читаю, веду я», и у старшей группы ведет священник. Потом у нас идет урок творчества, занимаемся. Как правило, он связан с изучением то, что они изучают на Законе Божьем. Мы делаем разные поделки, готовимся к праздникам. И последний урок у них церковное пение. Кроме того, мы делаем паломнические поездки с детьми 2 раза в год. Мы побывали уже во всех наших монастырях, во всех наших храмах, ездим вместе с родителями, с детьми, большим таким автобусом. И ездим также в направлении школы у нас краеведение, потому что мы хотим, чтобы детки знали и свой край родной, потому что все оттуда идет. Поэтому мы с ними посещаем и музеи различные тоже, разные выставки, и сами у себя делаем выставки обязательно. К Рождеству делаем, к Пасхе, большие выставки, открываем их. У нас проходит день именинника обязательно. Тоже дети готовят про своих святых рассказы. Такие мероприятия. Гости к нам приходят тоже, беседуют и с детишками. Обитель открыта и для молодежи. Уже несколько лет на территории монастыря действует оригинальный проект «Антикафе Трапезное». Здесь проходят спасские встречи, беседы с участниками движения при епархиальном отделе по делам молодежи,
которым руководит благочинный монастыря иеромонах Иоанн Калугин. Юноши и девушки получают уникальную возможность пообщаться с интересными гостями, представителями творческой интеллигенции, священниками, учеными, специалистами в своем деле. Ребята сами предлагают темы для беседы, а особенно их привлекает формат живого диалога. Сегодня в обители подвязаются 7 иеромонахов и 2 инока. Их день начинается и заканчивается молитвой. Каждое утро совершается божественная литургия, а вечером – богослужение с акафистом перед монастырскими святынями. Вся братья выполняет послушание по благоустройству обители, а также часто выезжают в командировки. Монахи окормляют общины в отдаленных районах республики. Особо чтимые праздники в монастыре отмечаются летом. Престольный в честь нерукотворного образа Спасителя 29 августа и День Изнесения Честнага и Животворящего Креста 14 августа. Многочисленные прихожане, паломники и гости после праздничной службы приглашаются на Монастырскую площадь, где проходят народные гуляния с ярмаркой меда и концертом. Не забывает монастырь и своих подопечных, многодетных, престарелых, малоимущих, попавших в трудную жизненную ситуацию. Для них специально организуется сбор пожертвований – меда, вещей и продуктов. Вместе с монахами в социальных учреждениях можно встретить волонтеров, молодежь, которую также духовно окормляют насельники обители. Монастырь и сегодня продолжает служение милосердия и просвещения, заложенные несколько веков назад. Он возродился из руин на своем прежнем месте, засиял куполами и, как прежде, колокольным звоном призывает на молитву. Он верен своей славной истории и добрым традициям, как самого древнего монастыря Дальнего Востока.